Такие события бывали в Абхазии на исторических разломах. Первое, примерно, я так можно сказать, первое это было, когда создавалась автокефалия абхазская, это была середина 8 века. Второе, это когда был революционный переворот в России, и опять церковный вопрос был в кризисном состоянии в Абхазии, стоял ребром, и тогда опять-таки собор мирян и духовенства Абхазии ставил вопрос об автокефалии, и сейчас тоже. Я считаю, что вот сейчас вот на соборе нужно, может, очень внимательно посмотреть опыт деятельности Русской Православной Церкви за рубежом. Нужно вновь посмотреть наши исторические связи с материнскими патриархатами, как Константинопольским, Антиохийским. Нужно, я считаю, очень внимательно присмотреться, может быть, сейчас я скажу крамольную фразу, но тем не менее присмотреться к истории, практике греко-католиков, греко-католической церкви, униатской. Нельзя все отвергать походя, высокомерно. Все нужно посмотреть, все нужно изучить. Я считаю, что все-таки в Абхазии церковь должна быть автокефальной, потому что национальные особенности народа, их нельзя исключить абсолютно. Ну, а собору я только пожелаю мудрости и терпения, потому что где существуют на поверхности какие-то разногласия, всегда сложно прийти к единому мнению. Дай Бог мудрости. Мы свидетели исторического момента, когда христианство в Абхазии вновь возрождается. И я так горжусь тем, что в Абхазии очень много храмов и в Пицунде, и в Афоне, и в Гаграх, и в Мокве. Народ потянулся в храмы, что молодежь пошла в храмы, что на абхазском языке там проповедь. Для меня, конечно, это радостно, потому что это близко народу. А если это близко народу, значит, это хорошо. Дай Бог, чтобы Господь присутствовал в душе каждого человека на этом соборе, чтобы не захлестнули эмоции ни одну душу, потому что от этого будет зависеть вообще вот какой выбор сделает конкретно абхазский народ вот на этом соборе. От этого будет зависеть все дальнейшее существование Абхазской Православной Церкви. Хочет русская церковь нам помочь. Слава Богу, она помогает, практически единственная церковь по-настоящему, по-братски помогает абхазской церкви, русская церковь. Но мы же не отказывались от помощи других церквей. Если они в этот трудный период хотят помочь абхазской церкви, я думаю, абхазская церковь всегда откликнется по-братски и в свою очередь тоже сможет помочь. Но помощи нам не нужно ничьей ждать для того, чтобы объявлять там или устанавливать абхазскую автокефалию. Она существует, нам нужно духовенство, есть пути возрождения и воспитания духовенства. Я считаю, что вот идея автокефалии нашей церкви, она историческая, она существовала, она имела право быть. И я считаю, что это тоже нужно нам иметь в виду, потому что никогда не нужно думать о малости или незначительности нашей церкви. Поэтому абхазская церковь, она выстрадала свое право на независимое существование, и фактически, де-факто, она является автокефальной. Асаат жезерзы, акыл кинокопия фонджиц, имя посреднику, а вохвамет жлар пизара, шчала шархуразы.